Докопаться до сути. В Уфе студенты и сотрудники БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы провели раскопки на участке Октябрьской революции. Историки обнаружили находки, датированные XVIII веком. Археологические работы идут в рамках реконструкции улицы. Мы с вами видим с верхней части корону, что говорит о том, что данная печать пломба изготовлялась в Англии. Но английские печати содержали потом подпись «Лондон». Здесь мы с вами видим, что русские буквы вперемешку с латинскими. На оригинале еще указывали надпись «Лондон». Такой печатью британские винодельни помечали бутылки с крепким алкоголем. На XVIII веке Петр I разрешил дворянам заниматься изготовлением вин. Российские производители, видимо, сильно увлеклись стилизацией, говорят археологи. Так неоднозначно может быть история. Эта печать оказалась в числе находок, обнаруженных на улице Октябрьской революции. Можем проанализировать, каким образом она изготовлена, с помощью какой технологии, какие орнаменты были нанесены, то есть каким способом, с доступом воздуха или без доступа воздуха. Каждый день тысячи людей проходят по этой улице, и студенты, и просто рабочие, и они не представляют, то есть какие люди здесь жили. Мы смогли установить, что действительно тут представлена русская круговая керамика XVIII века. Обычно в Уфе находят керамику XIX века. Так студенты БГПУ прикасаются к истории в прямом и переносном смысле. Археологические наблюдения на Октябрьской революции ведутся из-за предстоящей реконструкции улицы в честь 450-летия Уфы. Сильно повезло то, что мы полагали, что данная территория практически полностью нарушена позднейшими постройками. Однако мы нашли практически нетронутые фрагменты культурного слоя, которые датируются, согласно керамического материала, концом 18-го и серединой 19 века. В принципе, улица и была. Улица Октябрьской революции наряду с улицей Посадской – это одни из самых старых городских улиц, которые хранят вот эту вот историю нашего города. Информацию может хранить не только артефакт, но и почва. Специалисты называют ее естественным историческим телом, которое формируется как природой, так и человеком. Срез земли, словно полотно, которое способны считать почвоведы. В данном случае стоит задача выделить горизонты почвенные, которые сформировались при каких условиях. Ну, здесь вот верхняя часть почвенной толщи, это насыпной газон. Земля сюда искусственно привозилась. Для того, чтобы сформировать здесь газон, вот мы видим здесь деревья, да? Они же здесь искусственно высаживались. Более нижние горизонты уже несут в себе последствия влияния хозяйственной деятельности, так скажем, древнего человека. После обнаружения находки еще нужно привести в порядок, чтобы можно было продолжить изучение. Каждый элемент находок, керамики или костей тщательно промывается. И далее они просто сушатся вот в таких сотах. Сушатся для того, чтобы лишняя влага ушла и керамика приобрела тот вид, в котором она сейчас. А после того, как керамика высохла, на ней не остались частички воды, мы, получается, находим примерно одинаковые по своему сходству части керамики и склеиваем их малярным скотчем. В течение 3 лет сотрудники и студенты БГПУ будут обрабатывать и исследовать найденные материалы. Обнаруженные артефакты, скорее всего, были произведены в другом месте. Когда обработка закончится, это будет достаточно долгий проект с привлечением коллег-историков, химиков, технологов по технологии керамики. В течение 3 лет нам государство дает возможность узнать, что же такое в этих находках, что может нас удивить. А через 3 года они попадут в музейный фонд Российской Федерации. Погодные условия заставляют ученых приостановить работу, но весной раскопки они продолжат. Будут исследованы около 2500 квадратных метров. Чтобы дать улице новую жизнь, историки хотят по крупицам собрать картину старой. Анастасия Ильчебаева, Азамат Мухаммедшин. Новости. Уфа.